Уфа – столица республики Башкортостан, динамичный мегаполис. Здесь пересекаются транспортные узлы – воздушные, железнодорожные, автомобильные магистрали. Автопарк в Башкортостане достиг 1 миллиона 700 тысяч машин. Только в Уфе автомобиль есть у каждого второго жителя. С одной стороны, это, конечно, хорошо, растет благосостояние людей. Но в то же время растут и нагрузки на дорожную сеть республики. А это значит, что мегаполису нужны новые транспортные узлы и проекты инфраструктуры. Один из таких проектов – Восточный выезд. Почти 15 лет строительства. Тоннель заложили еще в 90-х, потом 12 лет простоя и неопределенности. И вот, наконец, решение нашли. Восточные ворота города скоро будут открыты. Можно было его засыпать. Мы одни из немногих, кто может такой сложности и такого объема инвестиционный проект реализовать в России. Это самый большой проект в Приволжском округе и где-то, наверное, в тройке, в четверке проектов больших транспортов в Российской Федерации. На этом конкурсе мы победили. Имею большое желание и надеюсь, что я завершу данный объект, буду одним из участников завершения данного проекта. Все, что мы делаем, дает нам возможность не только создать вот этот восточный выезд, новую инфраструктуру движения в том направлении Уфы и Зауфимия. Новая трасса длиной в 13,9 километра. Мост через реку Уфу. Километровый подземный тоннель с максимальной глубиной залегания 63 метра. Это Восточный выезд. Крупнейший инфраструктурный проект Поволжья и третий по масштабу строительства после Хабаровска и Новосибирска в России, реализующийся в рамках государственно-частного партнерства. Республика была первым регионом, который предложил такой объемный проект к реализации. И для нас такой проект очень интересен, он очень сложный, потому что и тоннель, и мост, и дорога, он очень капиталоемкий. Общий объем инвестиций порядка 40 миллиардов рублей. Ну и надо заметить, что, на мой взгляд, сегодня мы одни из немногих, кто может такой сложности и такого объема инвестиционный проект реализовать в России. Восточный выезд, я вот для себя его называю таким многострадальным. Он же начал строиться еще в 90-е годы, и там были такие, ну, скажем, волонтаристские решения. И потом, когда, соответственно, партнером строительства появился ВТБ в качестве нашего такого конституционного соглашения, и у нас было очень много вопросов к этому конституционному соглашению с точки зрения интересов, финансовых интересов республики. И одно из самых главных, что нам удалось сделать, и я очень признателен коллегам с ВТБ, что они услышали нас. Мы немножко все-таки подкорректировали параметры соглашения в пользу снижения нагрузки на бюджет республики. Существенно. В значительной степени. Да. И после этого, вот, как бы, это был, скажем так, Восточный выезд неким алмазом, а когда мы его почистим, он становится таким бриллиантом, понимаете? И более того, и федеральное правительство нас слышит, что значительная доля успеха зависит от федеральных грантов, которые должны идти. Они сейчас идут. Восточный выезд должен существенно разгрузить ситуацию на дорогах в Уфе. Реализация проекта также и толчок к развитию Зауфимия. Впервые взяться за эту задачу пытались еще 30 лет назад. Однако высокая стоимость работ не позволила осуществить задуманное до конца. Было в свое время начато, 90-е годы еще прошлого столетия, начат был тоннель, запроектирован, и там были свои определенные истории, да, которые там когда-никогда там кто-то вам расскажет все, но тем не менее был начат, но в связи с отсутствием финансирования, жесткие, тяжелые 90-е были, начало 2000-х было, но проект был приостановлен.
Можно было его засыпать, но это, когда-никогда, там, в любом случае, в какой-то месте, какой-то мост, какой-то выезд через Уфимку на М5 мы должны были сделать. Строительство тоннеля восточного выезда началось в 1992 году. В 2007 стройку заморозили из-за экономических трудностей. В какой-то момент власти всерьез обсуждали идею, чтобы закопать штольни и свернуть объект, на что ушло бы почти 3 миллиарда рублей. И вот в январе 2020 года проект возобновили, и восточный выезд обрел вторую жизнь. В то время, когда я участвовал в строительстве данного проекта, значит, много ходило разных мнений и информации о том, что действительно проект, возможно, будет ликвидироваться, но, к счастью, были приняты другие решения, так как, в первую очередь, ликвидировать опасный производственный объект не так просто. Для этого требуется там целый комплекс мероприятий, вплоть до разработки проектной документации, прохождения главгосэкспертизы. Когда мы стали на этот проект смотреть, мы поняли, что этот проект очень хорошо подходит под вариант государственно-частного партнерства, когда частный партнер приносит недостающие средства государству и развивает проект, фактически за собственный счет. Соответственно, мы предложили такую систему, дальше был конкурс, на этом конкурсе мы победили, и вот сейчас успешно данный проект реализуем и ожидаем его успешного завершения в самое ближайшее время. В 2019 году глава Башкортостана и ВТБ заключили дополнительное соглашение к концессионному соглашению на принципах государственно-частного партнерства. Так республике стали доступны средства на реализацию проекта восточного выезда. Срок концессии 25 лет с учетом строительства объекта. При государственно-частном партнерстве правительство заключает договор с крупным инвестором, чтобы он вложил свои средства в строительство какого-либо социально значимого объекта, например, больницы, школы, мостового перехода или даже аэропорта. В России за первое полугодие 2021 года запустили 35 ГЧП-проектов. Потенциал ГЧП в стране – новая точка роста. В целом, инструмент государственно-частного партнерства прежде всего важен для чего? Это способ для государства реализовать какие-то проекты раньше, чем для этого есть необходимые средства в государственном бюджете, в федеральном или в республиканском в данном случае. А это главное преимущество государственно-частного партнерства, потому что частный партнер действительно может принести довольно существенное финансирование. Государственное частное партнерство – это и про строительство, это про эксплуатацию, это и про финансирование. Все три элемента жизненного цикла проекта должны быть оптимизированы. То есть нужно найти оптимальное сочетание и стоимости, и затрат эксплуатации, и затрат на ремонты для объекта. И государственно-частное партнерство позволяет через конкурсные механизмы государству достичь такого эффекта. Поэтому, с моей точки зрения, это исключительно выгодный, исключительно полезный инструмент. И, в принципе, проект «Восточный выезд» показывает, что и в российских регионах такого рода проекты успешны. Очень сложно региону найти здесь и сейчас большой объем денежных средств для того, чтобы платить за строительно-монтажные работы. В данном случае концессия позволила снизить нагрузку на бюджет республиканский, в том числе, да, и нет необходимости здесь и сейчас платить, да. После ввода в эксплуатацию, собственно, 18 лет мы еще и будем эксплуатировать объект в соответствии с концессионным соглашением. И предусмотрено несколько лет, когда республика траншами будет, соответственно, возмещать нам те расходы, которые были понесены в период строительства. В этом, соответственно, выгода всех концессионных проектов.
Проект восточного выезда технологически сложный. На старте нужно было организовать временные подъездные пути, расчистить территорию от деревьев, соорудить буро-набивные сваи. Работ в самом тоннеле еще больше. Инженерно-геологические условия особые. Необходимо укрепление грунта и гидроизоляция. От подрядчика требовались уникальные компетенции и опыт работ. При реализации этого проекта сделали акцент именно на том, чтобы у подрядчика, у нашего генерального подрядчика, была компетенция с точки зрения реализации инфраструктурных проектов, связанных в том числе с тоннелестроением. Вот эта компетенция, к сожалению, в России не так развита, поэтому нам было очень важно привлечь на проект именно компании, которые этим занимаются и занимаются в разных регионах. Наш генеральный подрядчик – это одно из подразделений группы «Лимак», соответственно, реализовывал и реализовывает такие проекты по всему миру. Biz Limak olarak 2015 yılından beri Rusya'nın çeşitli... Компания «Лимак» находится в России с 2015 года, работает в разных городах Российской Федерации, Москва, Уфа, Омск, и занимается разными проектами. Но этот проект для нас очень интересен тем, что он комбинированный, сложный, в состав которого входит тоннель, мост, эстакада и дорожная часть. Реализовываем этот проект благодаря поддержке ВТБ и участию правительства и федерального бюджета Российской Федерации. Благодарим Банк ВТБ, правительство Российской Федерации и руководство Башкирии за поддержку нас в этом проекте. Наша задача сделать в срок. Вот так выглядит южный и северный тоннель восточного выезда. Как видно, по нему уж даже можно пройтись, но тем не менее работы здесь еще идут. И даже можно посмотреть, как выполняют армирование портала сводовой части южного тоннеля. Укреплять подобным образом конструкцию будут на протяжении 1 километра. И только представьте, каждые 10 метров это 40 тонн арматуры и порядка 300 кубов бетона. Но куда интереснее посмотреть, что в этот момент происходит внутри. На входе в тоннель нас встречает большое металлическое сооружение. Это опалубка, проще говоря, элементы для создания формы и крепежа. После затвердевания строительного раствора конструкцию передвинут дальше, а затем разберут. Павел Иванович работал в тоннеле с начала строительства этого объекта. Здесь он знает буквально каждый сантиметр. За судьбу проекта болеет всей душой. Когда строительство возобновили, он снова взялся за работу. Ну, конечно же, участвуя в таком проекте, испытываешь, конечно же, только гордость. Потому что, собственно говоря, данный проект, он для меня имеет большое значение. Данный проект начинался компанией УС-30, в которой я, собственно говоря, отработал довольно-таки длительный период времени, вырос в этой компании. Поэтому, конечно же, я имею большое желание и надеюсь, что я завершу данный объект, буду одним из участников завершения данного проекта. Работы начинаются со стороны западного портала тоннеля. Перед началом проходки на полное сечение на строительной площадке идет подготовка. Проходкой называют способ разработки грунта. Разработка ведется экскаваторами. На данном проекте для безопасного ведения работ проектировщиками предусмотрено сооружение защитных экранов. На сегодняшний день ведутся проходческие работы под защитой защитного экрана путем сооружения так называемого umbrella. Это экран из трубы диаметром 108 мм с заполнением цементным раствором. Поэтому обрушение на этапе выполнения работ просто исключено. На сегодняшний день по тоннелю пройдено северного тоннеля 190 метров полным сечением и со стороны западного портала. Со стороны западного портала ведется проходка южного тоннеля. На сегодняшний день пройдено 330 метров. Именно так южный тоннель восточного выезда выглядел с самого начала. Конечно, больше напоминает на проходку в какой-нибудь шахте, но на самом деле это разведывательная штольня, где специалисты изучали грунт, чтобы потом заняться его выработкой. Вот так это и происходит прямо сейчас.
Внутри тоннеля в глаза сразу бросается причудливая конструкция, издали похожая на батарею. Это центральная опора, именно она принимает вес строения на себя. Кадры можно назвать уникальными. После сварки арматуры опоры ее зальют бетоном. Это сейчас здесь легко заблудиться в этих коридорах. Ну сколько здесь проходов? Вот раз, два, три, вот тут 4. И понять, где ты сейчас находишься, можно разве что только вот по этим табличкам. Но в скором времени все это будет проезжей частью, где будут передвигаться автомобили. Но для этого придется снести вот эту и вот эту стену. Данный проект интересен тем, что мы работаем в достаточно сложной геологии, во-вторых, достаточно сложные климатические условия. Соответственно, все способы строительства и технологий адаптируются под температуру, под все режимы. Этот проект очень важен для России. Соединение М5 и М7 будет разгружать центр Уфы. Все, что нужно для реализации проекта, мы делаем. На нашем объекте работают 2400 человек. Этого достаточно, чтобы справиться со всеми этими сложностями, трудностями и сдать объект в срок. Я приехал сюда, чтобы тот опыт, который я приобрел на предыдущих проектах, передать и в максимальные короткие сроки реализовать данный проект. Март 2021 года. Еще одно знаковое событие для проекта «Восточный выезд из Уфы». Проходку тоннеля удалось осуществить. Группы рабочих шли навстречу друг другу и встретились. Будущий транспортный узел теперь пронизывает гору насквозь и соединяет две части города. Значимость проекта, конечно, переоценить сложно, потому что он решает одну из задач, которая установлена национальными целями проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он обеспечивает разгрузку сети городской, разгрузку сети региональной, связывает федеральные дороги между собой и, соответственно, улучшает комфортность проезда через город и связи между двумя федеральными дорогами М7 и М5. Кроме этого, мы в ходе реализации проекта мы выводим транспортные потоки из центра города. Соответственно, по нашим расчетам, на некоторых участках уличной дорожной сети произойдет снижение транспортного потока до 60 и более процентов. В июне 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума объявили «Восточный выезд» — первый в России проект, который успешно прошел экспертизу на соответствие требованиям национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов «Айрис» и получил золотой уровень достижения. В ходе сертификации была предоставлена очень большая доказательная база того, что наш проект соответствует лучшим мировым практикам. И, соответственно, мы соответствуем тем критериям, которые разработаны странами двадцатки. И, соответственно, мы одинаково понимаем вместе с другими странами-участницами двадцатки, что является критерием качественной инфраструктуры. Вот в данном случае наш проект тоже доказал, что он является субъектом качественной инфраструктуры. Да. Рассматривались вопросы экономики и управления проектом, что будет происходить при различных сценариях в экономике, да, насколько захеджированы риски увеличения процентных ставок, как работает проектная команда с рисками на проекте, что у нас с качеством жизни, как реализация проекта влияет на качество жизни людей и, соответственно, тех людей, которые непосредственно на проекте работают. Ну и немаловажно, конечно, это экология. Грамотная логистика – это элемент устойчивого развития городов. Специалисты утверждают, проект оживит транспортные артерии Уфы. За счет развития дорожно-транспортной инфраструктуры появится возможность расширять город. А строительство восточного выезда – еще один шаг к развитию логистики современного мегаполиса. Сложный проект, там туннель больше километра, эстакада. Вот. И вот зато, так сказать, у нас появляется связка
которая решает сразу массу интересных задач. Во-первых, это элемент опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации. То есть мы соединили две федеральные дороги М7 и М5. Во-вторых, это вот та самая связанность города. Третий, как только у меня появляется инфраструктура, у меня появляется простор для обсуждения девелопера и городских властей, а как вот эту территорию развивать. Со стороны восточного портала тоннеля мост через реку Уфу. Его длина 468 метров, максимальная высота опоры 35 метров. Сам мост будет оснащен пешеходной частью. Основной метод – надвижка металлоконструкций в двух направлениях. Посмотрите, как далеко расположены друг от друга опоры моста. Между ними 126 метров. Это сделано специально для того, чтобы сохранить на реке судоходность. И еще один немаловажный факт – это экология. Ни для кого не секрет, что строительные работы могут нанести ущерб окружающей среде. К сожалению, без этого не обойтись. Поэтому экологи произвели все расчеты по восстановлению водных ресурсов после завершения работ. В реку уже выпустили 792 тысячи краснокнижной стерляди и установили знаки водоохранных зон. Буквально вчера мы получили еще одну заслуженную награду. Значит, на неделе ГЧП, соответственно, номинация называется «Качественная инфраструктура». И, соответственно, это вторая номинация на федеральном уровне. А мы понимаем, что наш проект уже на федеральном уровне 2 раза в этом году признан лучшим проектом. Вот. Ну, это снова продолжение темы IRIS. Это вопросов экономики управления, экологии и социальной ответственности на проекте. Эстакада выглядит особенно внушительно. Ее длина почти 2,1 километра. Из 66 опор, на которых она держится, уже построили 38. Росперк, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку, передает ее на фундаментную часть. Между собой опоры соединяются балками, которые производят здесь же неподалеку, на собственном заводе генерального подрядчика ООО «Лимак-Маращ Автодороги». Завод, где выпускают балки, удалось построить в кратчайшие сроки, за 1,5 месяца. Локализация производства позволила ускорить работу по проекту «Восточный выезд». По словам строителей, ближайшие 50 лет балкам ремонт не потребуется. Сделано они из прочного материала и по специальной технологии. Сегодня путь жителей Зауфимья до столицы Башкортостана выглядит так, а ездят в центр города отсюда многие. Сначала нужно добраться до трассы, потом ждать транспорт до Уфы, и только после этого в городе пересадка на автобус до места назначения. Мы живем в Федоровке с 2004 года. До Уфы мы добираемся либо на собственном транспорте, либо на маршрутном автобусе. На автобусе минут 40 занимает время пути, смотря куда ехать, в какую точку города. Я думаю, что строительство дороги «Восточный выезд» заметно улучшит качество жизни людей, облегчит доступность, быстро добраться жителям нашего микрорайона в любую точку города. Мы очень ждем запуска «Восточного выезда», так как мы живем сами в деревне Карпово, и родители у нас живут в той стороне, в Федоровке. Это нам сэкономит время на дорогу, на время, которое у нас уходит, чтобы добраться до садика, до работы. Поэтому я думаю, что эта дорога нас вообще выручит. Через весь город, чтобы добраться до той части, то есть до нашего дома, пробки через центр невозможно просто. Часами стоим иногда. Запуск этого моста помог бы нам решить эту проблему. Да, сегодня, если мы за Зауфимья добираемся, грубо говоря, за час, за 40 минут, может быть, где-то и более, да, за 1,5 часа, но с открытием дороги это займет 15 минут времени, да. Естественно, это вообще все то, что там есть за Зауфимья, сегодня уже подорожало. У нас решена энергетика, у нас будет решен транспорт. Со следующего года мы начинаем строить ГРС Юрмаш. Это будет, то есть у нас вопрос будет решен по газификации, решен. У нас очень большой вопрос по водоснабжению и канализации. Сегодня мы этим тоже занимаемся.
Но вы знаете, что мы на этом не стоим. Мы все-таки вот эту нашу идею, это мечта, наверное, пробить до конца проспект Салавата Юлаева. Поэтому, знаете, вот в части дорожного строительства, подчеркиваю, благодаря очень эффективно налаженной работе и эффективной поддержке и ФАДа, и, соответственно, Росавтодора, и Министерства, мы как-то сейчас в будущее более уверенно смотрим. Действительно, логистика – это главный элемент. Вообще дороги – это про соединение, дороги, мосты, а мы здесь строим и мост, и туннель, да, это про соединение, про создание новых путей там, где их раньше не было. Поэтому этот эффект будет однозначен, он будет положительный. А также этот проект создает рабочие места. Я думаю, что реализация такого проекта, она принесет плюсы как в экологическом плане, так и в социальном плане. А в плане создания рабочих мест тут экономический эффект, который создается от самого строительства. Те люди, которые работают сейчас на стройке, создают этот объект. Все это, безусловно, будет иметь огромный положительный эффект. В проекте восточного выезда устройство транспортной развязки по типу полный клеверный лист на пересечении с автомобильной дорогой Федоровка-Шакша и на трассе М5 по типу неполный клеверный лист. Это самая большая развязка на проекте. Суммарная длина всех съездов около 5 километров. Мы с вами находимся на самой большой развязке восточного выезда. Это развязка с автодорогой Федоровка-Шакша. Объем земляных работ здесь составляет около 500 тысяч кубических метров. На сегодня мы закончили монтаж объездной дороги вокруг развязки, перепустили движение. Сейчас продолжаем земляные работы, монтаж водопропускных труб. Срезаем полностью весь грунт до необходимых отметок для того, чтобы в последующем приступить к укладке песчано-гравийной смеси для тела насыпи будущей автодороги. Строительство новых дорог обеспечивает развитие сразу нескольких секторов экономики республики: жилищная застройка, транспортная логистика и, как следствие, торговый сектор. Развязка проекта восточного выезда станет связующим звеном основных магистралей, проходящих через столицу Башкортостана. Нам стало очевидно с самого начала, что если просто построить тоннель, это, естественно, никакого большого результата нужного для развития Уфы не дает. Поэтому он был существенно расширен, этот проект, и, в общем, все примыкающие улицы и кварталы были вовлечены, и сейчас параллельно этот проект осуществляется для того, чтобы улица Галли, в общем, была связана восточным выездом, и восточный выезд сам органично вошел в М5 Урал, федеральную трассу, и в итоге мы могли спокойно выезжать из центра Уфы, по сути, на федеральную трассу, ну и на все прилегающие территории Зауфимия, которые, в общем, нам необходимы для того, чтобы развивать эту территорию. Это и не только малый и средний бизнес, но это и жилье. Мы планируем там более 2 миллионов квадратных метров жилья построить, когда у нас появится инфраструктура. Эти проекты всегда меняют жизнь людей к лучшему. А если мы посмотрим на проект в Удмуртии, где город Камбарка был частично отрезан от большой земли, сейчас, пожалуйста, вы можете на машине проехать в любое время года, будет зима, будет осень, будет весенняя распутица, всегда это можно сделать. Вот это для меня самое главное, да, и мы в ВТБ инфраструктурный холдинг верим в это, да, это то, что нас заряжает, то, что нам дает силу работать. Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М5 Урал «Восточный выезд» считается одним из самых важных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Его строительство откроет возможности для развития транспортно-логистического потенциала региона и создания современной транспортной инфраструктуры страны. И Башкирия хорошеет. Мне очень нравится. Я люблю Уфу, я люблю сюда приезжать. И башкиры очень добрые люди, гостеприимные. Так что вот все меняется к лучшему. Есть планы, и мы обсуждаем еще несколько проектов. Я бы не хотел, чуть-чуть рано их называть конкретно, но мы хотим остаться здесь надолго. И мы готовы инвестировать сюда и готовы делать другие хорошие проекты. Надо отметить, что темп, в общем, тот, который нам необходим. Сегодня практически 2500 людей там трудятся. Те 4 года, которые отведены на строительство с 20 по 23, включая 23, они, в общем-то, дают нам возможность, по сути, за этот период времени все работы завершить. И даже сегодня с небольшим опережением идут работы, поэтому уверены, что как раз
К 2024 году, к 450-летию Уфы, мы получим вот такой восточный выезд и, в общем-то, всю развязку там и целую инфраструктуру нового выезда из города, что, в общем-то, будет способствовать, конечно, развитию вот Зауфимии уже новыми темпами. Конечно, это даст и прилив и людей, и рабочие места будут созданы, потому что там не только жилье будет строиться, но и предприятия. Хотелось бы просто отметить, что это одно из самых знаковых за последние десятилетия объектов и проектов в развитии Башкортостана в целом, и в частности города Уфы. Ратфрич, если я не спрошу, меня жители не поймут значимость этого проекта, зачем он нам нужен? Ой, это много тут. И дополнительный въезд-выезд в Уфу, это уже одно по себе поговорит. Вон уже у нас пробки образуются на каждом выезде. Это соединение двух федеральных трасс. Это толчок развития территории, потому что внутри мы уже ограничены природными условиями, реками, поэтому огромные. Поэтому это большой проект, такой, дух захватывает. Проект «Восточный выезд» не просто позволит разгрузить дорожно-транспортную систему столицы. Этот объект станет вектором развития новой агломерации Зауфимия. Такие проекты позволяют задействовать механизмы государственно-частного партнерства и привлечь большой объем частных инвестиций в период строительства. Это, конечно, меняет жизнь в регионах к лучшему и определяет их будущее. А это значит, определяет будущее страны.